Съезд Русского ботанического общества считается знаковым событием в ботанической науке России и проводится раз в 3 года. В работе съезда и конференции приняли участие 116 делегатов из 33 отделений, в том числе представители Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Республики Болгария. Мы являемся действительно членами этого ботанического общества. Наш институт ботаники, при Ботаническом институте нашего организован ботаническое общество Абхазии, которое возглавляет Савелий Читанава. И вот как делегаты мы туда прибыли. Принимали участие в обсуждении, очень серьезном обсуждении резолюции. Были выборы, серьезные выборы нового председателя Русского ботанического общества. Выбрали, в общем, голосованием где-то 70 с чем-то голосов доктора биологических наук Аверьянов. Он же и был раньше председателем этого совета. На конференции были рассмотрены различные вопросы ботаники и экологии растений, обмен опытом, консолидация ученых, приобщение молодого поколения исследователей к научным разработкам. Главная цель мероприятия. Это Русское ботаническое общество, это старейшее, очень старое, еще до установления советской власти, еще это общество существовало и работает по сей день успешно, организовывает совместные экспедиции, совместные исследования, помогает ботаникам так, в своей работе и так далее. Мы их постоянно поддерживаем с ними и работаем совместно. А 12 сентября в Ботаническом саду Петра Великого состоялся 6-й съезд Совета ботанических садов стран СНГ «Приман», в котором также приняли участие представители Абхазии. Абхазия там представлена как ассоциированный член. Не действительный член, а ассоциированный, потому что это международная организация. К сожалению, политика здесь присутствует, и мы еще не можем, чтобы полноценно быть членами этого общества. Однако во всех работах этого съезда или во всех проявлениях ботаническими садами СНГ мы сотрудничаем, у нас заключены договора с нашим институтом и успешно плодотворно работаем. Ботанический институт Академии наук Абхазии, Центр развития ботанической науки. Так назывался доклад академика, доктора биологических наук Сергея Бебия. Было заслушано 18 докладов, в ходе которых участники съезда обсудили актуальные вопросы деятельности ботанических садов, в том числе основные направления научных исследований. Говорили и о роли ботанических садов в охране природных памятников и генофонда редких и исчезающих видов растений. Я выступил и сказал, среди многих проблем ботанических садов есть одна очень важнейшая проблема. Вот исходя из того доклада, что Крестов сделал, говорю, самая главная цель ботанических садов сегодня мы должны приступить к изучению потенциальных возможностей растительного мира, растений, отдельных растений, вот к изменениям этого климата. Иначе мы завтра можем остаться без растительного покрова. Это смерть. Это гибель же всей жизни планеты. Вот. Идет очень резкое изменение климата, изменение условий произрастания растений, а темп эволюции не достигает, не способствует сохранению этих растений. В завершении Сергей Бебия выступил с предложением о проведении следующего съезда в Абхазии. Я выступил с обоснованием проведения следующего ботанического съезда ботанических садов СНГ в Абхазии у нас в Сухуме. Тут появилось много конкурентов. Там Алмата, там Узбекистан и еще другие регионы России. Но я сумел обосновать, что очень много вопросов необходимо решить у нас. Более того, Абхазия является, так сказать, центром ботанических исследований не только на пределах как Абхазии, но всего планетарном масштабе. И вот надо очень серьезная, так сказать, кооперация или очень серьезное такое совместное исследование. Это можно решать только на месте, я говорю, ознакомившись с ситуацией с природой нашего края. При голосовании я получил 70% голосов. И, было принято решение, все поздравили, это будет в 2025 году. 3 года раз. Мы эти детали все обсудим, и мы вам поможем, говорит он, по проведению этого съезда у вас в Абхазии.
В рамках съезда Сергей Бебия был удостоен разных наград, главная из которых – медаль академика Комарова за вклад в ботанику. Шазина Ханагуа, Заур Кварча, Абхазское телевидение.